опыта обеспечили значительный рост продуктивности всех сельскохозяйственных культур, помогли интенсивно развить общественный живот. Коллектив успешно выполняет план-заказ по всем экономическим показателям. Заседание правления колхоза. Множество вопросов приходится решать здесь. Забота о нуждах колхозников, расширение общественного и индивидуального бытового обслуживания, внедрение в производство достижений рядового опыта, новых форм организации и оплаты труда, повышение уровня всей экономической работы, совершенствование хозяйственного расчета и коллективного подряда. Колхоз «Родина» мясомолочного направления. Общая земельная площадь составляет более 14 тысяч гектаров, в том числе пашни 774 гектара. Нелегкая ноша легла на плечи председателя колхоза Исмаила Азретовича Хачирова. Но он не жалуется. Умение решать практические задачи на основе высокой компетентности, экономической грамотности, помогающей взыскательно оценивать достигнутое, отличительная черта руководителей хозяйства. Посевная – своеобразный камертон всего сельскохозяйственного года. Темпы работ обнадеживают. Уже в первые 5 дней засеяно около половины площадей. Работа спорится, так как техническая оснащенность хозяйства растет год от года. В сельском хозяйстве все взаимосвязано. Чем крепче материально-техническая база, рациональнее организация производства, тем больше производится продукции, выше доходы. Все это, в свою очередь, определяет и эффективность труда земледельцев, и уровень их жизни. Здесь велика роль агрономической службы. Поле, его состояние, продуктивность – зеркало работы главного агронома Абулы Магомедовича Эльдарова, критерий оценки его мастерства, профессиональной компетентности. Было время, когда мы уже начали забывать, что колхоз – это коллективное хозяйство, в основе своей действующее на принципах самоуправления и Колхозу органически присущ хозяйственный расчет, который непосредственно влияет на деятельность каждого человека, всех производственных. Отсюда и заинтересованное отношение рядовых колхозников, специалистов колхоза в том, чтобы расходы на производство были поменьше, а доход побольше.
Особое место в колхозе занимает овцеводство. Важная по всем статьям отрасль. Профессия горного чабана сложная. Требует хороших знаний природы окружающей местности и физиологии животных. Они хорошо знают, где растут какие травы, их свойства, умеют лечить многие болезни, знают, как говорят, камни и воды. Специфические условия труда чабанов истори сделали этот труд исключительно мужским. Мастерами своего дела являются Ураскулов Хамид, Карабашев Гири, Чотчаев Абедин, Хапаев Хусей, Эбзеев Аслан и другие. Работа по улучшению породы овец в хозяйстве ведется путем отбора породистых баранчиков из собственного стада и проведения селекционной работы. Подобным образом создавалась карачаево-черкесская породная группа «Горный Коридель». Колхоз «Родина» – один из крупных в районе овцеводческих хозяйств. На его фермах содержится свыше 16 тысяч голов овец, в том числе 10 тысяч овцематок. Чтобы вырастить шерсть высокого качества, требуется вложить огромный труд. В хозяйстве выращивают руно в основной своей массе хорошего качества. Почти вся тонкая шерсть принимается Невиномысским шерстяным комбинатом как мериносовая и первым классом. О достоинствах карачаевской овцы хорошо сказал видный ученый, знаток овцеводства профессор Кулешов. Кавказские шашлыки из ягнятины превосходят по своему вкусу даже лучшие сорта английской баранины. Исконным занятием карачаевцев было отгонно-пастбищное скотоводство, в том числе крупного рогатого скота. Оно наложило отпечаток на все стороны жизни карачаевского народа. Скот кормил и одевал, давал средства для покупки хлеба и фабричных изделий, для уплаты налогов и аренды земли. Скот был основным мерилом богатства и эквивалентом стоимости. Современное животноводство ведется на базе передовой технологии и зооветеринарии. Характерной особенностью этой отрасли является сохранение и широкое использование выработанных народом навыков и знаний. В колхозе «Родина» за последнее время много сделано по увеличению поголовья скота, совершенствованию структуры стада, повышению породности и продуктивности, созданию прочной кормовой базы и механизации трудоемких процессов производства. Еще в дореволюционное время была признана целесообразной организация в Карачаеве племенной фермы швидской породы. Однако по-настоящему этими вопросами занялись после революции. Животноводы Карачаева в содружестве и под руководством опытных специалистов вели кропотливую селекционную работу. Сейчас здесь имеется симментальская, красная степная, абердино-ангурская и черно-пестрая порода. Творческого поиска. Каждый старается повысить эффективность производства, качество своей работы. Активно борется за экономию и бережливость. На ферме работает замечательный коллектив. Это подлинные мастера своего дела. Каркмазова Хаула, Тагалекова Клара, Сухорукова Лидия, Абдиева Зухра, Каркмазов Эреджеп, Тимрезов Мудалив, Эдиев Умар, Балачиев Ислам.
хозяйство насчитывает 3000 голов крупного рогатого скота, в том числе 1000 дойного стада. Средний надой на одну фуражную корову составляет около 3000 килограммов. Молочный комплекс колхоза называют фабрикой молока. И это не только образное выражение, а совершенно точное определение сущности комплекса. Большую помощь животноводам оказывает лаборатория. Ежедневно здесь проводятся десятки анализов, определяется качество и сортность молока. Как показывает опыт, все условия для становления и совершенности нового типа существуют именно в стабильных коллективах. Что же собой представляет стабильный трудовой коллектив? Каковы его сущность и основные характеристики? На наш взгляд, это тот уровень социальной зрелости коллектива, когда его члены во всех сферах жизни прочно утверждают доверие и требовательность, чуткость и принципиальность, искренность и строгость, высокий дух товарищества и взаимопомощи, единство общественных, групповых и личных интересов. Таким коллективом и является расположенный высоко в горах МТФ. У них традиция на все праздники собираться всем вместе. Вот и сегодня, отмечая день рождения своего товарища, собрались как родные все труженики фермы. Пришел сюда и председатель правкома колхоза Эртуев Махар, чтобы поздравить именинника и вручить денежные премии отличившимся. Умеют здесь увлеченно работать, красиво и весело отдыхать. Добрые традиции начинаются не с лозунга, а с практического шага. И чтобы она стала нормой, правилом, крепить ее нужно делом.
Похоже, это один из немногих оставшихся праздников, который нас все еще объединяет. Именно поэтому в этот день на улицах больше улыбок, чем в будни. А если и слезы наворачиваются на глаза, то это общие наши слезы. Быть может, очищающие нас. Не растерять бы окончательно это чувство общности, единства народа, у которого одна судьба, одна история. Кажется, уже все сказано-пересказано о рапсе, этой удивительной культуре. Кратко напомним некоторые сведения о ней. В семенах рапса содержится от 32 до 50% масла и до 23% белка. Каждый гектар посева при урожайности 20 центнеров дает 1120 килограммов шрота, содержащего 40% белка, хорошо сбалансированного по аминокислотному составу. И кроме того, 720 килограммов пищевого масла, вкусного, питательного для здоровья. В Канаде, ФРГ, Франции, Англии, ГДР, Польше, Чехословакии рапс стал главной масличной культурой и крупным источником высококачественных белковых кормов. Даже от малой добавки жмыха любой корм скоту слаще. Сразу сказывается на удое, жирности молока, при весах. А в колхозе «Родина» усилена работа по селекции рапса, семеноводству, технологии возделывания. Освоив интенсивные технологии в содружестве с чехословацкими специалистами, в хозяйстве доказали, что урожай семян 25-30 центнеров не предел, а вложенный в их производство рубль оборачивается 3-4 рублями чистого дохода. Первого съезда народных депутатов СССР председатель колхоза «Родина», народный депутат СССР Хачиров стал лауреатом премии Совета министров СССР за внедрение особо важных научных разработок в возделывании озимого масличного рапса. Тогда же на съезде участвовал